Баразгада салям, всем привет! Вы на канале YouTube Татарочки, меня зовут Алсу Хафиз, за камерой Айнур Ахметов. И сен миссис Дуслар, салям. Салям. Сегодня мы продолжаем нашу серию роликов про разные тюркские народы. Смотри, у нас сегодня третий подкаст. Сегодня мы говорим о народах от 300 тысяч до миллиона. Но мы поделим его на две части, потому что таких народов немало. В первой части мы расскажем про каракалпаков, про кумыков и про крымских татар. А во второй части мы расскажем про кого, Алсу? Во второй части мы расскажем про сахалар, авшарцы, карачаевцы и тувинцы. Отлично. Ну тогда вот про первые три народа поговорим. Поехали? Поехали. Вначале в самом скажем, что все эти ролики, и не только эти, вообще все наши ролики на канале выходят благодаря нашим патронам, поддержке наших патронов. А вы можете нам помочь как? Стать спонсором на Ютубе, перевести деньги на российскую карту. А сейчас у нас еще появилась турецкая карта, на нее тоже можно переводить. YouTube Татарочки. Мы начинаем. Наш первый народ сегодня, его по разным оценкам, я еще раз акцентирую на это внимание, по разным оценкам мы берем среднее число. Более 800 тысяч человек. И это каракалпаклар. Вау. Ты знаешь что-нибудь про каракалпаков, Айнур? Я знаю, что у них есть своя автономия в Узбекистане, и она занимает чуть ли не половину Узбекистана. И да. Это, кстати, вот из интересных фактов, что я вспоминаю о каракалпаках, что я еще знаю. Каракалпак, типа черная шапка. И я знаю, что некоторые считают, что это они, потомки печенегов, про которых писали в российских разных летописях. И когда монголы, вот при Чингисхане еще дошли до Киевской Руси, именно вот печенеги были вместе с русскими, воевали против монголов, и их называли как раз черные шапки. Да, черные клобуки они тогда назывались. Но я не знаю, насколько это один и тот же народ по факту. Это одна из версий происхождения народа, и в том числе названия народа. Да, каракалпаки живут в преимущественно Узбекистане, у них есть своя республика Каракалпакская, она занимает действительно 40% от всего Узбекистана, но на этих 40% проживает только 5% от всего населения. Каракалпаки разбросаны по Средней Азии, в разных местах они проживают, живут в том числе и в России. Первое упоминание, как о народе, в письменных источниках было около 16 века, тогда уже каракалпаки стали полуоседлым народом. Кто-то еще кочевал, но кто-то уже жил на той самой территории, где проживает в основном сейчас этот народ. Каракалпакский язык, он близок к казахскому, близок к ногайскому. То есть он из кипчакской группы. Тебе виднее. На каракалпакском сейчас ведется преподавание в начальной и средней школе. Есть некоторые дисциплины в государственном университете, есть даже целый институт языка, который занимается каракалпакским языком. Есть день языка. Он отмечается 1 декабря, потому что в этот день был принят закон о каракалпакском языке. Вот я тебе сейчас скажу фразу, Айнур, на каракалпакском. Сможешь ли ты ее понять? Давай. Никелеп жатарсын. Никеле Пьотерсон по-татарски, Что придешь делать, будто бы? Нет, не кылып ятасың. Нәрсә кылып ятасың, если по-татарски. Есть же такое, в казахском языке тоже такое есть, килеп ятырга. Я говорю, килеп ятырга, Не прийти и лечь, ты в процессе, пока ты идешь, ты лежишь. Но это такое, это неощутимое действие, просто ты, долго идешь. Килеп ятам. Сиңа кунакка килеп ятам. Каракалпакский язык тоже был в разных графиках, как мы уже в предыдущих 2 роликах о большинстве языков говорили, такая же история здесь. Был алфавит на основе арабской графики, латинской графики и кириллицы. И когда уже Узбекистан стал суверенным государством, вновь вернулись на латиницу, но все равно сейчас используется кириллическая графика тоже. Написание каракалпакского языка тоже меняется в процессе. В 2000-х годах несколько раз менялось. Раньше у них использовались буквы с апострофами. Теперь используются с другими графическими символами. Сейчас скажу, как он называется. Он называется акут. Выглядит примерно так же, как апостроф, но называется акут.
И все больше каракалпакский язык становится похож на узбекский. Ну, в принципе, наверное, это такая понятная ситуация, поскольку все-таки каракалпаки находятся в составе Узбекистана. Все официальные термины тоже сейчас уже становятся узбекскими. А если какие-то документы принимаются на каракалпакском языке, то они действуют там в пределах республики, а уже на федеральный уровень, на уровень всей страны выносятся на узбекском языке. Про название народа Айнур уже в самом начале сказал, да, это самая распространенная версия происхождения названия, самоназвания каракалпаки, черные колобуки, черные малахаи, кора малахаи. Очень сложный вопрос, Айнур, к тебе. Назови какого-нибудь известного каракалпака. Ну, так сразу в голову вообще никто не приходит. Да. Более того, даже если ты погуглишь, ты никого не узнаешь из этих имен и фамилий. Единственное, вот я думаю, что стоит озвучить имя поэта Аджинияза. Это тот самый, который стал родоначальником каракалпакской литературы национальной. Мы вот часто, да, говорим, что вот какой-то поэт или писатель становится родоначальником. И, в принципе, это какой-то такой понятный человек, потому что есть у татар Тукай, и как бы вот мы примерно понимаем, что в каждом народе есть, ну, что-то похожее по масштабам личности. Нужно сказать, что, в принципе, у татар с каракалпаками достаточно тесные связи, в том числе и в советское время были тесные связи, потому что многие певцы, вот я тебе назову сейчас фамилии, ты их по-любому знаешь, и ты их слышал, и не раз, и не два, и не три, они имеют статус народного артиста Каракалпакской республики. Это Ильхам Шакиров. Это Зиля Сунгатуллина. Она сейчас профессор Казанской консерватории, оперная певица в прошлом. Вафира Гизатуллина. Ты всех их знаешь, Айнур. Вот. А они народные артисты этой республики. Интересно. Я, кстати, не встречал каракалпаков никогда лично. Да, у меня тоже нет знакомых каракалпаков. А если есть вы в комментариях, напишите, если вы смотрите наш канал. Если нас смотрят каракалпаки, обязательно нам напишите. И если у вас есть знакомые каракалпаки, то покажите им этот ролик. Пусть они добавят нашу не совсем богатую информацию об этом народе. Да вы все неправильно сказали. Там так будет писать. Да, как мы уже сказали, каракалпаки живут сейчас в современном состоянии, да, на территории Республики Узбекистан. Надо сказать, что это не самая благоприятная территория, которая есть в Узбекистане. Это пустыня, это высохшее Аральское море, это зона экологического бедствия, потому что там в том числе были и военные части, которые занимаются химико-биологическим оружием. И еще я нашла несколько публикаций узбекских блогеров, которые сейчас уже уехали из Узбекистана, и нескольких западных СМИ тоже нашла публикации, которые говорят о том, сравнивают состояние современной республики Каракалпакстан с состоянием уйгур в Китае. Потому То есть у них есть претензии к Узбекистану? У них есть претензии к предыдущему президенту Узбекистана, у которого была достаточно такая жесткая политика. Пишут о том, что местные женщины были там подвержены принудительной стерилизации. Сейчас она не принудительная, но такая добровольно-принудительная. То есть не увеличилось количество населения. Ну, в принципе, на этой территории сложно со свободными СМИ, сложно с хорошей скоростью интернета, поэтому информация до нас тоже в полной мере не доходит. Чем дальше, вот мы до этого говорили, в основном были народы, у которых либо есть своя страна, либо есть какое-то государственное образование. Вот чем меньше тюркские народы, тем хуже у них взаимоотношения с той страной, в которой они живут, и вот дальше мы это уже будем все чаще и чаще наблюдать. В 1993 году, когда формировался современный независимый Узбекистан, республика заключила со страной федеративный договор сроком на 20 лет. В числе прочего, там, естественно, декларация о суверенитете, есть Конституция. В Конституции записано, что республика Каракалпакстан может в любой момент по решению референдума выйти из состава Узбекистана. А еще во главе республики был президент, но просуществовала эта должность чуть больше 1 года. И потом она была упразднена, естественно, узбекистанскими законами. Мы всегда говорим, да, о каком-то тюркском единстве, братстве, но по факту, если покопаться вот в этой истории Средней Азии, там же тюрки с тюрками, даже вот самые при 80-х, в конце 90-х, там все эти межнациональные конфликты, все межтюркские. YouTube татарочки.
Идем дальше. Следующий наш народ численностью чуть больше 500 000. Он проживает на территории России, и это кумыки. Айнур, ты знаешь, где живут кумыки? На Кавказе. Да, это северный... На Кавказе это один из народов Дагестана. Да. Северный Кавказ, Дагестан, Чечня. Именно там можно встретить кумыков. Я тоже ни одного кумыка, к сожалению, лично не знаю. Да, наверное, надо поехать на Северный Кавказ. У меня есть, типа, коллекция из народов Дагестана, с которыми я знаком, но там нет кумыков, к сожалению. Коллекция. Кто есть? Есть аварцы. Аварцы, лезгины, в первую очередь. Азербайджанцы. Еще есть кумыки в Турции, которые туда переселялись. Мухаджирляр есть такое понятие, или мухаджиры, или переселенцы. Добровольно и принудительно они в разное время в Османскую империю переселялись. Кумыкский язык – это один из старописьменных языков Дагестана, то есть это один из первых языков, в которых появилась письменность. И кумыкский язык – это есть такое понятие лингва франка. Это язык, который использует большое количество жителей этой территории, хотя он для них не родной. Например, для всех народов Российской Федерации русский язык лингва франка. То есть родной у нас, допустим, у татар татарский, но мы все используем русский язык. Вот кумыкский язык, он такой для народов Северного Кавказа. Кумыкский язык, он, естественно, государственный на территории Дагестана. Я даже посмотрела, пока готовилась к этому видео, одну из передач на кумыкском языке. В принципе, абсолютно все понятно. Если говорят размеренно и не очень торопятся, то абсолютно все понятно. И в этом плане вот ГТРК Дагестан вообще прикольное образование, потому что им... в Дагестане мы же знаем, что много государственных языков, и им нужно каждому из этих языков уделять одинаковое количество времени и готовить передачи на этих языках. И, это очень большая работа и очень важная. Когда язык звучит в поле, в информационном поле, то это очень важно. Кумыкский язык похож на ногайский. И, понятно, потому что эти народы все проживают рядом, но про ногайцев мы поговорим немножечко позже. Название кумык. У тебя есть какие-нибудь предположения, Айнур, откуда оно появилось? Кум есть такое слово? Есть такое географическое название. Кумыкская плоскость. И, в принципе, равнина, может быть, нет? Равнина, да. Плоскость, географическое название, да, равнина. На Северном Кавказе это важно. Кто живет в горах, а кто живет на равнине. Вот Кумыкская равнина между двумя реками Терек и Сулак. Вот это исконно традиционное место поселения кумыков. И один из вариантов происхождения названия – это топонимика, что сначала назвали вот эту плоскость, эту равнину, а потом уже туда пришли люди. И в разных источниках, в европейских, кумыков называют дагестанскими татарами, терскими татарами, либо жителями равнины. Один из вариантов, что кумык – это житель равнины. Известные кумыки. Тоже никто не приходит в голову сразу, но наверняка есть. Они есть. Кого даже мы знаем все. Я одного нашла на Кинопоиске. У кумыков есть местный Брюс Ли. Он мало того, что актер, он мастер спорта вот по единоборствам. По каким-то... Я плохо в этом разбираюсь, поэтому не запомнила единоборства. Джамал Ажигирей. И вот зацени название фильмов, в которых он снимался. «Путь». Я хотел сначала сказать, что имя суперское вообще из фамилии. Джамал? Да. «Путь», «Монах», «Удар лотоса», 1, 2, 3, 4 часть. И вот, это заточено тоже на единоборствах, поэтому, мне показалось, что это похоже на фильмы там Брюса Ли, Джеки Чан. Очень красивый молодой человек. Он уже не молодой, но очень красивый. Поэтому обязательно загуглите Джамал Ажигирей. Стоит, опять-таки, обратиться к литературе и сказать, что был такой поэт Уммукамал. Он создал произведение... В 15 веке он творил, тогда был язык тюрки, но с сохранением старокумыкской лексики он создавал свои поэтические произведения. И еще был такой Тимибулат Бибулатов, которого тоже помнят кумыки и чтят, потому что он создал первый театр в Дагестане, тоже был связан с драматургией, с литературой. Еще был такой поэт Ерше Казак, видимо, Магомед Эфенди Усманов, который преподавал в Санкт-Петербургском императорском университете. Я же, считай, закончил университет петербургский, который раньше был императорский. Вот такая связь с кумыками у меня есть. Кумыки, как и другие народы Северного Кавказа, в 1944 году были депортированы.
Но депортация кумыков, она не признана на официальном уровне, там, в отличие от других народов местных. В 89 году, вот 89-й, 90-й, это же известный парад суверенитетов, когда каждый хотел владеть своей территорией и ни от кого не зависеть. В это время формируется в Дагестане кумыкское народное движение Тенглик. Единство. Они хотели, чтобы у кумыкского народа была своя территория. Ну, то есть образование, да, территориальное. Была принята декларация о самоопределении кумыкского народа. Эта организация Тенглик существует до настоящего времени. У нее был бессменный руководитель, и я думаю, что все кумыки его знают. Его звали Салав Алиев, к сожалению, звали, потому что он в декабре прошлого года умер. Ну и когда умирают такие личности, мне кажется, это прям ставит вопрос о существовании таких национальных организаций, вот как единство у кумыков. Ну, будем смотреть, как дальше эта организация себя будет проявлять. YouTube татарочки. С численностью следующего народа тоже есть много вопросов. Мы берем по нижней планке, потому что непонятно, сколько их всего существует в мире. Даже Википедия дает численность от 500 тысяч до 5 миллионов. Как ты думаешь, кто это? Я даже знаю, про кого речь. Это крымские татары. Я знаю даже почему. Почему? Потому что очень много крымских татар уехало в Турцию. Вот, и в Турции, насколько я знаю, там национальности не считают, как у нас. Именно, так и есть. Очень много крымских татар проживает в Турции, мы не знаем сколько, живет в Узбекистане и, естественно, на Крымском полуострове и в материковой части Украины тоже немало крымских татар. Ты вот до этого говорил, что у тебя нет знакомых каракалпаков и нет знакомых кумыков. Знакомые крымские татары есть у тебя? Есть. Я ездил еще в украинский Крым. И там мы жили, снимали комнату у крымских татар, вот с ними познакомился, общался. Вот. У меня тоже есть знакомые крымские татары, я им передаю привет. Крымско-татарский язык. С 2014 года он стал государственным. Придание ему статуса государственности особо его положение не изменило. Не стало больше уроков крымско-татарского, не стало больше школ крымско-татарских. Такая же история с графикой. Был арабский алфавит, была латиница, была кириллица. Одно время была латиница, сейчас снова стала кириллица. Латиница тоже используется. Был такой Исмаил Гаспринский. Знаешь такого, Айнур? Да, конечно. Да, Исмаил Гаспринский. Он издавал газету и в Крыму. Как называлась газета? Тержимян, это была первая татарская газета. На и он пытался языке. создать единый тюркский язык на основе... Да. На основе на агузском, крымском, татарском, короче. Именно, так и было, но попытки особо не увенчались успехом. Но на основе того, что он создавал, был построен современный турецкий язык. Именно поэтому вот в этой части нашего разговора я вспомнила про Исмаила Гаспринского. Название «крымские татары» у многих вызывает вопросы и споры. Крымских татары, нужно их считать вместе со всеми татарами? Или их нужно считать отдельно? У тебя какая позиция по этому поводу? Вместе, конечно. У них само название, они татарлар, то есть татары. У них еще есть название Крымлы. Тебя здесь крымский татар не поддержит. Некоторые вообще считают крымско-татарский язык диалектом татарского языка. Не, это совсем. Нет, мы поднимаем, что мы разные этносы, совершенно разные, да? Название крымские татары, оно и осталось с тех времен, со времен Российской империи, когда всех называли татарами. Мы вот в одном из роликов с тобой это обсуждали, что были горные татары, были там алтайские татары. Это с того времени все и идет. Крымские татары себя называют крым-татарлар, либо крымлар. И в обиходной речи, не в официальном контексте, просто называют себя татарлар или татары. С известными представителями, я думаю, тут попроще, и ты мне сможешь ответить на вопрос об известных представителях крымских татар. Мы узнали, что есть крымско-татарский меджлис, да, который, кстати, запрещен на территории Российской Федерации. Организация, да. Ее лидеры входят в Верховную Раду. Да, мы знаем Джамалу, которая спела песню на крымско-татарском языке и выиграла. Вообще, что классно было. Я в тот день очень радовался. Я думал, круто. С крымско-татарской песней выиграла Евровидение. Да, это очень круто, согласна. Вот. Исмаила Гаспринского мы уже назвали. Да. А имя Ахмедхан Султан тебе что-нибудь говорит? А смотрел ты фильм «Хайтарма»? Главный герой там летчик, герой Советского Союза, Ахмедхан Султан, крымский татарин. Говоря об известных представителях, я думаю, что нужно назвать имя человека, который написал национальный гимн крымских татар.
Очень красивая песня, я до этого ее не слышала, и там очень классные слова. «Он Иткенмен», «Я поклялся» называется, а зовут автор стихотворения Наман Челебиджихан. А еще же крымские татары были на Казанском престоле здесь. Да, конечно. Это все было в прошлом, а давай вернемся в современность, да, в 20-21 век. Также крымских татар коснулся, как и поволжских татар, голод, ну и не только татар. Голод в 21 году, была депортация. Все мы про это тоже, конечно, знаем. Ну и был у них переход в другое государство не так давно совершен. У меня лично знакомство с крымскими татарами началось не с какими-то отдельными представителями, а с театров. Как и с другими тюркскими народами, о которых мы попозже поговорим, которые вот в составе России сейчас. Потому что в Казани проходит фестиваль тюркских театров «Наурус». И очень много разных театров сюда приезжает, и прям вот в течение недели можно там 3 или 4 спектакля за день показывать. Представляешь, какое количество театров? Он идет, больше, около 10 дней. И вот Крымский музыкальный театр я вот увидела тогда впервые, мне очень понравилось. А потом я узнала, что это единственный в мире театр крымских татар, представляешь? Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр. А где он базируется? В Крыму. В Симферополе или Севастополе. По-моему, в Симферополе они. Насколько я помню, в Симферополе, если нет, исправьте меня. YouTube татарочки. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца, до этого места. Обязательно поставьте ему лайк. Оказывается, нужно ставить лайки и писать комментарии в процессе просмотра видео. Это повышает вероятность того, что это видео увидят другие люди. Поэтому обязательно это сделайте, если еще не сделали. Да, и подпишитесь, кто смотрит не подписанным. Нам осталось до 20 тысяч вообще чуть-чуть. Да, я надеюсь... Если этого уже не произошло, пока ролик не вышел, вот подпишитесь. Хороший. Да, а если произошло, то все равно подпишитесь. Мы идем уже 30 тысяч. Да, потому где 20, там и 30, где 30, там и 100. И обязательно покажите этот ролик своим друзьям-каракалпакам и всем своим тюркским друзьям. Пока! Пока!